Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сезон пастбищного содержания крупного рогатого скота завершился. И сейчас хозяйства активно ведут подготовку к зимовке сельскохозяйственных животных. Как ветеринарные специалисты готовятся к этому ответственному периоду и какова эпизоотическая ситуация в животноводческих хозяйствах республики? Спросим у руководителя Департамента ветеринарии Якутии Петра Петрова. Петр Лукич, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько в нашей республике всего насчитывается сельскохозяйственных животных? Так, ветеринарной службой нашей республики ежегодно мы проводим подсчет поголовья скота. Это бывает у нас в год 2 раза. Это 1 января, и 1 июля. По итогам 1 июля текущего года у нас насчитывается 221 тысяча крупного рогатого скота, 218 тысяч голов лошадей и 174 тысячи голов оленей. И есть у нас мелкорогатый скот, это козы, овцы, 1486 голов, свиньи, 19 тысяч голов, и мелкие, которые куры у нас насчитываются по республике 754 тысячи кур. Проверяют ли ветеринарные управления качество корма сельскохозяйственных животных? Да, это безусловно. Ежегодно мы тоже проверяем на период, когда косит скошенное сено. Это период начинается у нас 1 июля по октябрь месяц. То есть в этом году мы тоже проверяли на наличие синильной кислоты, это 750 проб. И где-то 800 проб на наличие патогенных плесневелых грибов. По итогам мы выявили где-то 3,2 проб на синильную кислоту, и плесневелые грибы где-то около 4%. На основании этого мы рекомендуем, у нас это проводят ветеринарно-испытательные лаборатории, где они присутствуют в каждом районе. И по итогам исследования мы даем рекомендации личным подсобным хозяйствам, производственным предприятиям. Те цифры, которые вы назвали, это много или мало, и как часто эти цифры меняются, может быть, в зависимости от сезона, и какие последствия вообще? Так, у нас ежегодно имеется план, мы работаем согласно, который мы поставили план. Конечно, все управления ветеринарии, ветеринарно-испытательной лабораторией, все отрабатывают. Нынче тоже лето прошло более-менее нормально, поэтому мы проверяем на качество сена, это то есть на наличие качества, то есть и каротина. Где-то 96% у нас подходит по государственным стандартам, и где-то 4% у нас не отвечает государственным стандартам, то есть это некачественная сено. Поэтому в основном у нас итоги нормальные. А какие факторы вообще влияют на качество сена? То есть, наверное, погода? Конечно, погода — это когда дождливое лето, когда у нас получается, итога, когда плохо высушивается заготавливание сена, и тут у нас начинается создаваться, размножаться грибы, плесневелость. Вот это основной фактор. Что касается витаминов, добавляете ли витамины в сельскохозяйственный корм? Да, однозначно есть ослабленный скот. В основном это маточное поголовье, где-то у нас 70 тысяч маточного поголовья, где-то примерно 25 тысяч голов мы в этом году, это глубокостильный короб, мы провели витаминизацию. Есть такое тоже приплод, который мы получили, мы 98% приплода, то есть молодняк, который народился на этот год, мы тоже витаминизацию проводим. И еще есть болезни, от которых могут молодняк гибнуть. Это недостаток селенита натрия. Поэтому, как после рождения, после месяца мы начинаем туда прививать этот селенит натрия. Как раз что касается болезней, какие незаразные болезни чаще всего выявляются в период зимовки? Так, период зимовки, да, наступает сельхозники,
все молодцы, и нашему правительству, нашему главе республики до конца вот, заморозков, вот как начались заморозки, у нас заготовка сена прошла нормально, я думаю, в штатном режиме, поэтому сейчас бразды управления мы берем ветеринарная служба, поэтому мы сейчас на зимовку мы пришли подготовлены, поэтому мы встречаем зимовку в нормальном режиме. А обеспечено ли управление ветеринарии лекарственными препаратами? Так, как у нас заготовка началась, мы дали приказ нашему управлению ветеринарии за счет своих бюджетных средств дополнительно закупить лекарственные препараты и ветеринарного применения, антибиотики. В данном случае у нас управление ветеринарии все достаточно обеспечены. А вот введенные санкции как-нибудь повлияли на обеспечение лекарственными препаратами? В основном у нас трудности некоторых лекарственных препаратах были, но в основном у нас есть российские аналоги, которые вполне можно заменять нашими лекарственными препаратами ветеринарного применения. А вот насколько часто падеж скота наблюдается именно в зимнее время, и как можно минимизировать последствия такие? Падеж у нас идет, когда в основном 70% это непроизводительные падеж, непроизводительного характера. Это бывает травмы, это бывает утонуло в водоемах, это бывает из позднего постановки на зимовке, плохого кормления или нарушения кормления и дальнего ухода животных, которые иногда допускают наши владельцы животных. В основном такие. Ну и напоследок расскажите, пожалуйста, об эпизоотической ситуации по эмфизематозному карбункулу в республике. У нас нынче в Верхнеуфимском районе третий год наблюдается МКАР, это эмфизематозный карбункул крупнорогатого скота. В основном подвержены молодняк, то есть до года. Поэтому основная причина это когда не получают вакцину против МКАРа. У нас по требованиям, по инструкции, после 3 месяцев они должны прививаться против МКАРа. У нас, к сожалению, некоторые владельцы отпускают своих коров вместе с телятами, и они уходят на пастбище без вакцинации. И по приходам зимовки этот молодняк попадает в населенный пункт и коровник, и тут начинается у нас заболевание, падеж. Поэтому в таких случаях мы объявляем карантин. У нас это карантин объявлен в Верхнеуфимском районе, Нюрбинском и Черепчинском районах. Объявляется карантин, вывоз других животных, перегруппировка животных, все запрещается. И данные населенный пункт, все поголовья скота вакцинируются, все. Поэтому, как таковых, до снятия карантина они должны соблюдаться. Эта данная болезнь, МКАР, не передается людям, поэтому это карантинное мероприятие, во время карантинного мероприятия мы эти вопросы снимаем. А такое мясо после этой инфекции может ли попасть на прилавки магазинов? И вы сказали, что это не опасно для человека. Если заражено инфицированное мясо, оно должно пройти ветсанэкспертизу. Если хотел бы с потребителям и горожанам, и людям, которые потребляют мясо, пищу, чтобы они истребовали от продавцов ветеринарно-сопроводительных документов. Это Федеральная государственная информационная система «Меркурий». То есть мясо, которое должно продаваться, оно должно пройти ветеринарно-санитарную экспертизу. То есть у каждого продавца такой документ обязательно должен быть? Только при наличии таких документов можно употреблять пищу. А сам скот после этой инфекции как долго выздоравливает? Какие последствия могут быть для скота? Если владелец животного заранее обратился к ветеринарным врачам, эта болезнь излечима. То есть лечится антибиотиками, но если позднее оповещение ветврача, она кончается летально. Напомните, какие главные задачи стоят перед ветеринарными работниками перед зимовкой?
Так, ну, коллегам хотел бы передать слова благодарности за их труд, который у нас обеспечивает безопасность нашего сырья, продукции животного происхождения и, конечно, чтобы у нас гарантировано наше поголовье скота, в который ввели мы зимовку, перезимовало успешно, и чтобы на следующий год у нас поголовье было еще больше. Петр Лукич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успехов в вашей работе. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.